Здравствуйте, вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Коротко о главных темах выпуска. Минувшей ночью в селе Сунтар произошел пожар в частном доме. Есть жертвы, в том числе малолетние дети. Почти целую неделю в Тикси бушует пурга. Все службы работают в особом режиме, отменены занятия в школах и труд женщин. Сегодня, 13 февраля, в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Айсан Николаев поздравил всех якутян с этим праздником. Шесть человек, в том числе 4 малолетних детей, погибли при пожаре в селе Сунтар минувшей ночью. Возбуждено уголовное дело по факту их гибели Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Якутии. Сейчас на месте трагедии работают следователи, криминалисты и сотрудники МЧС. В ходе следственных действий будут изъяты предметы, имеющие значение для установления причин возгорания. По данным следствия, жертвами пожара стали 2 взрослых и 4 малолетних детей. В ходе следственных действий будут изъяты предметы, имеющие значение для установления причин возгорания. В рамках уголовного дела устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц. Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства регионального следственного управления. Причины пожара в частном двухэтажном жилом доме устанавливаются по факту трагической гибели. В нем людей приводят проверку и прокуратура Сунтарского района. В ходе нее прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, в том числе малолетних детей. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, в том числе малолетних детей, соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Перейдем к эпидобстановке. За минувшие сутки в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 3744 человека. Госпитализировано 70. Всего регистрируется 2300 случаев заболевания. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. К другим темам. В Тикси уже 5-й день бушует пурга. Порывы ветра достигают 26 метров в секунду при температуре минус 25 градусов по Цельсию. Отменены занятия в школах и труд женщин. Видимость не превышает 200 метров. Все службы работают в особом режиме. Мобильная и интернет-связь работает с перебоями. Невзирая на непогоду, наши коллеги из редакции «Улус-Медиа» прогулялись по улицам арктического поселка и сняли на телефон природные капризы. В Вологодской области 2 новорожденных медвежат спасли из разрушенной берлоги. На той неделе малышей обнаружили охотники. Они лежали в разрушенной берлоге, замерзшие, и издавали еле слышный писк. Предполагается, что медведица покинула жилье от испуга. Рядом с берлогой обнаружили упавшую осину. Как рассказали в Центре спасения медвежат-сирот, детенышам около 3 недель. Сейчас малышей стараются откормить. Ситуация осложняется тем, что из-за пережитого стресса у них плохой аппетит. Сейчас найденыши находятся под постоянным наблюдением сотрудников центра и под контролем специалистов из госпиталя дикой природы. Сегодня, 13 февраля, в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Дата была учреждена в 1996 году указом первого президента республики Михаила Николаева для содействия развитию языка саха и 5 языков народов Севера. Знаменательная дата неразрывно связана с именем выдающегося просветителя, ученого-лингвиста, составителя и издателя первых якутских учебников Семена Андреевича Новгородова и была приурочена к его дню рождения. Глава Якутии Айсан Николаев поздравил всех якутян с этим праздником. Также вышел новый выпуск его подкаста «Простыми словами» о том, что определяет духовное богатство каждого народа, философию его жизни и о родном языке. В нем руководитель республики рассказывает о внимании, которое в Якутии уделяется сохранению, изучению и развитию языков, о языковом многообразии, обучении детей и содействию развитию языков.
На этой неделе в Москве прошла крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022». Ежегодно на этом форуме собираются тысячи производителей со всего мира. Отдельно представлены регионы нашей страны. В этом году свой стенд есть и у якутян. Почему эта выставка собирает вокруг себя главных игроков индустрии продуктов питания, узнаем у Максима Кардозу. Продэкспо поражает своими масштабами. Таких крупных выставок в мире, только вдумайтесь, всего лишь 10. Чтобы разместить всех участников форума, организаторам пришлось задействовать 7 огромных павильонов экспоцентра столицы. В лабиринтах Продэкспо действительно можно потеряться, и неудивительно, сейчас будет немного статистики. Эта выставка продуктов питания и напитков крупнейшая не только в России, но и в Восточной Европе. 2000 компаний из десятков регионов и 54 стран мира. Производители везут сюда все самое лучшее. В павильонах экспоцентра не протолкнуться. И здесь есть на что посмотреть. Соки, вина, джемы, мясная, рыбная продукция, морские деликатесы, полуфабрикаты. Не в каждом супермаркете найдешь такое разнообразие. Крупные отечественные производители презентуют свои новинки, а иностранные участники стараются удивить экзотикой. Тропические фрукты всегда интересуют в России. Зима такая длинная. У нас вот это больше всего манго. Всем интересно. А остальные, может быть, кому как. Вот, папайя, банан, кокос или маракуйя. Это кому как. Такой интерес к выставке со стороны бизнеса – не случайность. Все эксперты отмечают, Продэкспо – это площадка, где производители могут напрямую общаться с представителями крупных торговых сетей. Есть возможность сразу заключить контракт и попасть на прилавок популярного супермаркета. За новыми партнерами на выставку приехала и якутская рыбная компания. На этой выставке мы ищем новых покупателей, наших партнеров. Конечно, мы представляем не только себя, мы представляем переработанную продукцию от Республики Саха-Якутия. То есть мы занимаемся продвижением всей рыбной продукции. Мы участвуем уже 5-й раз. В 2016 году мы были награждены вот как раз знаком Гран-при, то есть именно на выставке Продэкспо, как лучшие товаропроизводители за лучшую продукцию рыбу холодного копчения. Продэкспо – это не только выставка. В рамках форума проходит обширная деловая программа. Самые актуальные проблемы и нововведения в отрасли эксперты обсуждают во время круглых столов и семинаров. Проводятся профессиональные конкурсы. Мы тут общаемся, вот мы специально ежегодно сюда приезжаем, не сколько, чтобы находить сети, а вообще, чтобы общаться с производителями. У нас тут очень много наших коллег с других регионов, мы обсуждаем общие какие-то заботы, вопросы. Мы смотрим на других, себя показываем, вообще, какие тренды есть, вообще вот то, что все тут, весь деловой, вот то, что касается производства, маркетинга, продажи, именно сконцентрировано на Продэкспо. Из-за пандемии проведение выставки стояло под вопросом, но организаторы не побоялись трудностей и смогли собрать гостей. За нами внимательно следят, я это знаю не понаслышке от своих коллег. Внимательно следят наши коллеги за рубежом, естественно, в стране, каким образом будет организовано, как пройдет выставка, сколько участников, и все остальные параметры. Конечно, всех интересует, как будет это все организовано, можно ли им в таком же режиме начинать работать, смогут ли они проводить выставки как на территории России, так и за рубежом. В следующем году состоится юбилейная 30-я выставка Продэкспо. И организаторы уверены, участников будет еще больше. А мы надеемся, что якутские производители также ярко заявят о себе на этой престижной площадке. Максим Кардозу, Джор Березкин. День за днем. Москва. В Москве собрали корпус первого электрического речного трамвая, который будет ходить круглый год. Испытания судна начнутся в феврале. Специалисты проверят ход трамвая в холодную погоду, настроят необходимую технику и начнут работу над деталями салона. Один трамвай сможет привозить до 50 человек. Путем голосования среди жителей Москвы первое судно получило имя «Синичка». Сообщается, что всего в этом году планируется запустить 9 трамваев, а через 2 года их станет 21. По словам руководителя департамента транспорта Максима Лескутова, такой вид транспорта станет одним из лучших среди мировых аналогов. Кинотеатры Якутии готовятся к участию в программе «Пушкинская карта». Сейчас в кинотеатрах идет работа по подключению и установке специальной программы для считывания данной карты. Приобрести билеты в кино по этой программе школьники и студенты смогут с 1 марта. Подробности далее.
Андрей Тимофеев – глава многодетной семьи. Киноновинки практически не пропускает. Насколько возможно, берет с собой детей. В этот раз с отцом приехал средний сын Уйгун. Тимофеевы предпочитают смотреть фильмы в будние дни. И билеты дешевле, и скидка для многодетных семей действует. Что для семейного бюджета существенная экономия. Для многодетной семьи в будние дни действует скидка 50%. Например, билет стоит 300 рублей, а я сегодня купил за 150 рублей. А с 1 марта старшие дети Тимофеевых смогут ходить на отечественные фильмы бесплатно, благодаря федеральному проекту «Пушкинская карта». Сейчас в кинотеатрах Якутска проект только внедряют. Кинотеатр «Лена» не исключение. Месторасположение соответствует, и здесь всегда много студентов. Да еще по соседству скоро откроется школа. С нашей стороны мы обеспечиваем все проверки и тестирования для бесперебойной работы по данному проекту, чтобы у молодежи не возникло сложностей и трудностей приобрести билеты. А также мы взаимодействуем с ответственными лицами по Дальнему Востоку по проекту «Пушкинская карта». Очень они нам помогают, советуют и отправляют инструкции. В планах Республиканского министерства культуры включить в проект также и якутские кинокартины, а также программу представлений Саха-цирка. Такое предложение ведомство уже направили в федеральный центр. Если его одобрят, у якутских школьников и студентов перечень бесплатных культурных мероприятий существенно увеличится. Пушкинская карта расширяет свои горизонты, там, скажем, разделения. То, что сначала были театры, музеи, сегодня кинотеатры. И в кинотеатрах мы работаем над формированием, скажем, списка тех фильмов, которые могли бы наше будущее поколение воспитываться на достижениях, наверное, лучшего, да, отечественного кинопроизводства. Напомним, федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в 2021 году с 1 сентября. За этот период было оформлено более 18 тысяч карт. Но и это не предел, потенциал гораздо больше. А получить такую карту могут молодые люди от 14 до 22 лет через портал госуслуг. Анна Васильева, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. На этом у нас все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.